Доброе утро, дорогие зрители 9 канала. С добрым воскресеньем утром. Мы только что прибыли в Таллин из Москвы на поезде. Мы приехали в Таллин, чтобы посетить Таллинскую реальную школу. Да. Она расположена в самом центре города, недалеко от Салариса. Таллинская реальная школа с большой историей. Многие известные люди скажаны в этой школе. Ну, Михаил, ты же знаешь, почему мы идем там? Да, знаю. Там существует что действительно странное. Там находится единственный пятиугольный стадион в мире. Но давайте тогда мы придем на стадион и посмотрим, как играют дети. Действительно интересное явление. Как только дети умудряются там играть. Мы попросили у нашего союза школы, чтобы он присоединился к нам. Уважаемый садис, не могли бы вы немного рассказать об истории стадиона? Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Давайте, говорите об истории стадиона. Да. Вот. Что ж. Когда-то давно стадион имел 4 угла. Да. Но дети с малого дома, они не могли объезжать этот поворот по дороге в столовую. И тогда мы решили сложить угол и сделать стадион пятиугольным. Тем не менее существует проблема из-за этого угла. Это также беспокоит детей, и, возможно, в будущем мы можем даже увидеть 6-игральный стадион. Спасибо. Да. Когда я был маленький, все думали, что я буду очень умным. Моя мама думала, что я буду президентом. Но у меня были очень быстрые ноги, и я каждый раз бегал в эту стенку. И тогда из-за этого я закончил школу. Я очень много изменился. И теперь я водитель грузовика. Хорошо, спасибо. И здесь у нас папа Максима, и он будет говорить о судьбе своего сына. Во-первых, я бы хотел начать с приветствия. Здравствуйте, дорогая аудитория нашей школы. Но на этом заканчиваются все хорошие слова. Потому что вы сделали с моим мальчиком? Он был хороший, он учился, читал книжки, а теперь он влетел 2 раза в этот забор, и он ни о чем просто по своей жизни. Как вы так смогли? Спасибо. Это не единственная черта стадиона. Теперь мы собираемся встретить Анну, и она будет говорить, как стадион изменил ее и ее семью. Давай. Теперь мы здесь, возле дома Анны. И сделаем маленькую интервью. Где Анна? Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с телепередачи «Воскресенье», и мы хотим сделать маленькую интервью с вами. Хорошо. Что вы думаете о стадионе реальной школы? Вы что, хотели поговорить со мной о стадионе? Да. Валите отсюда. Мне ничего вам сказать. Это повлияло как на меня, как и на моих детей. Что? Как вы можете видеть, стадион реальной школы изменил многих людей, и это является реальной проблемой для жителей Таллина. Во второй части
нашей передаче мы посетим ночной клуб «Визион». В последнее время в Таллине обострилась проблема клубных вечеринок среди несовершеннолетних. Поэтому мы идем к клубу «Визион», чтобы ознакомиться со здешней обстановкой. Александр, ты раньше посещал клубные вечеринки? Нет. Всем не без греха. Визион – очень популярное место для устраивания праздников среди несовершеннолетних. В основном здесь чираются русские и жители Тапасова. Между ними нередки стычки, но при виде какого-то представителя нетрадиционной ориентации они организуются в одну команду против него. Нет, теперь я боюсь ходить в этот клуб. Бывал здесь уже с молодых лет. Это место было построено моими родственниками, но теперь сразу въезжают люди. Да, ну. Почему вы так часто посещаете «Визион»? Чтобы знакомиться с красивыми тёлочками и трахать их. Ну и еще мы иногда выпиваем, точнее, очень часто. Короче, кто не хлопнет 2 стопки, тот просто лох по жизни. Ты чё, блядь, ты попутал? Я попутал? А кто мою бабу увел, а? Что вы тут делаете? Да. Что nagu делать? Mida me siin teeme ikka? Me käime venelasi vaatamas, kus nad kaklevad siin omavahel. Midagi ei saa aru lihtsalt kutid, noh. ma olen tegelikult jumala purjus, aga nagu mõni päev venelased ei Sellest vaata idioot. no mõni päev ma olen jumala purjus, vaata. aga siis kui venelased ei peksa üksteist, siis me peksame ise neid. Ei no selles suhtes ma olen siin nagu kõige kõvem enda nagu... Mis? Teises klassis, millal sa Tobi tegid esimest korda? 6. Ma tegin teises klassis. Ja siis põhimõtteliselt 6. klassi reisil, siis me nagu lükkasime räigelt ja siis no ma enam ei tunne nagu maitset ka ja siis vaatad kui panime onju 7. lõpul, see oli nii Miks sa sellest räägid üldse nagu? Ta ei küsinud ju seda. mis tahate üldse? Mis ta on? В «Визионе» много разных людей. Есть и девочки. Пойдем посмотрим, что они думают. Но нам нравятся разные мальчики, главное, чтобы они на бегах рассекали. Но мне больше по душе Мерседес или Ламборгини. Как видно, люди тут разные, но пусть они живут дальше, продолжим с другой темой. Добрый день, сегодня я вам представлю эту замечательную пилу. Погодите, о какой пиле может идти речь? Здесь существует такая замечательная паровая машина, как Aura T1000 Double Plus. Только взгляните на нее. Конденсатор. Какая рукоятка. Допустим, случилось, у вас смялась рубашка, как у меня сейчас, а через полчаса вам надо уже идти на конференцию. Используем этот прибор. Пользуемся этим замечательным, великолепным магическим прибором. Опа! Она чистая, она ровная, она готова к тому, чтобы вы пошли на конференцию, и это был бы самый лучший день в вашей жизни. Только сейчас за цену 1999 евро и 99 центов. Покупайте только сейчас. Если вы купите ее прямо сейчас, то вдобавок вы получите эту великолепную пилу. Только сейчас 1999 евро и 99 центов. И вы получите этот великолепный комплект. Сейчас же звоните по номеру 520-896-210. И этот комплект будет вашим. Повторяю, великолепная цена. 1999 евро и 99 центов.
Только по цене 1999,99 центов. Номер 520896. Только сейчас звоните. Срочно. Только по цене 1999 евро и 99 центов. Номер 520896. Звоните. Я жду. В это красивое субботное утро мы прибыли сюда, на Палясаре, в зону обозрения людей. Она находится на расстоянии нескольких автобусных остановок от центра. С собой мы прихватили биолога Алексея Фуровского. Ну, Алексей, расскажи нам что-нибудь об этой зоне обозрения людей. Эта зона обозрения людей воистину прекрасное место. Здешняя экосистема очень богатая во виды, и здешние жители очень дружелюбные. Место для проживания в Палясаре довольно дешевое, поэтому сюда съехалось очень много жителей. Расскажи, что-нибудь поточнее о здешних жителях. Как их узнать? Здешних жителей можно узнать довольно просто. На них своеобразная одежда, и еще они вделяют специфический запах, который характерен только для индивидов этого вида. Ну, давайте, идем дальше. Пойдем заглянем туда, вовнутрь. Им нравится оставаться в тени. Здравствуйте! Что вам здесь нужно? Что вы хотите? Ноги, Это мой руки! дом! Здравствуйте. Ой. Кто вы такие? Я смотрю, вы снимаете здесь фильм. Я могу тоже сняться в вашем кино. Это так здорово. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Я пришла сюда по грибы и немного заблудилась. Ну, хорошо. Желаю вам успехов. Благодарю. Здравствуйте! Здорово! Мы в лице Михаила и Александра снимаем сюжет для телепередачи «Воскресенье». Вы не будете так любезны дать нам интервью? С премногим удовольствием, только хотелось бы получить денежное вознаграждение взамен. Сколько вы здесь уже живете? 37 лет. А сколько же вам лет тогда? 37. А где вы здесь находите еду? Ну, на пляже есть много камней, которые мы едим. Еще там растет много кустов широкими. Ясно. Ну, всего вам счастливого. Желаем вам найти побольше камней на обед. Ну а теперь, дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. Надеемся, вам понравился этот выпуск. Увидимся в новое воскресенье с новыми интересными приключениями.